Итак, сегодня поговорим о футболе. Интервью нам даст генеральный директор клуба Уфа Шамиль Газизов. Шамиль Камилович, здравствуйте. Привет. Мы сегодня без масок, но мы соблюдаем расстояние. Физическую дистанцию. Так надо правильно говорить, не социальную дистанцию, а физическую дистанцию мы соблюдаем. Вот, согласно нормам, так что будем аккуратничать. Шамиль Камилович, мы сегодня вышли с вами на поле, где новое покрытие, которое было привезено из Италии. Футболисты здесь еще даже не тренировались. Нет, оно еще новенькое совсем. Да, вот команда вернется в Уфу, у нее будет 2 дня отдыха. И 7-го, по-моему, в 9 утра команда собирается. Мы сдаем 4-й тест на коронавирус. И они выходят на поле и первые пробуют и скажут, как оно. Ну, мне кажется, давай попробуем. Давайте мы его посмотрим. Чем оно отличается? Ну, оно не отличается. Это тоже поле, как было и прошлогоднее, просто оно новое. Да, и вот это вот наполнитель, он и есть. Это натуральная крошка, да? Это условно кокосовая крошка. Внутри все натуральные компоненты, и только, получается, компонент сама трава, она искусственная. И поэтому она очень приближенная к натуральной траве. И, в принципе, за 4 года с половиной к нашему полю никогда не было никаких претензий. Это только последние там 3-4 игры, когда уже все-таки время подошло, оно начало у нас потихонечку барахлить. Но в этом году мы жестко прям взялись, сделали все возможное, все моменты учли. И я думаю, что вот это поле нам прослужит не 5, а 6 лет. Шамиль Камилович, но то старое покрытие еще годится для детских спортшкол. Все правильно, и вы отдали кому-то наследство отдали. Абсолютно все верно ты говоришь. Мы разделили поле пополам, старое поле, аккуратно его срезали, аккуратно его подняли. Вот. И эти поля передали в Октябрьский район. Они будут постелены в 141-й школе, это Сипайлово, и в 31-й школе это на Зорге. Вот. Октябрьский район молодцы, они первые изъявили желание. Мало того, это стоит все-таки больших денег для района. Они нашли какие-то резервы и сделали, поэтому им большое спасибо. Детишкам будет где заниматься и будет где играть любителям. Это очень важно, потому что футбол все-таки очень массовый вид спорта. У команды завершились сборы. Какие итоги можно подвести? Ну, получается, уже за год 3-я остановка чемпионата. Сложно что-то будет говорить, как мы будем играть или что. Но что могу отметить, у команды очень хорошее настроение. У нас впереди хороший прожект. У нас рядом может быть 6-е еврокубковое место. Мы должны бороться, естественно, за победы и постараться повторить свой лучший результат, который у нас был. Кто лучший игрок в команде по итогам сборов? Вадим Валентинович Евсеев, только он. Я могу сказать, потому что он молодец, он команду прям в хорошем тонусе держит, и мы очень рады, что мы работаем с этим специалистом. Дай бог, он дольше у нас работал. Уже в это трансферное окно Недельчаро, Табидзе, Фомин, Карп могут уйти из команды, то есть их можно будет продать. Как вы думаете, кто первым уйдет? И вообще, пойдете на этот шаг? Ну, я не буду говорить, кто может первым. У нас очень много хороших, качественных игроков. Сама система клуба построена так, что мы стараемся все-таки зарабатывать, и зарабатывать довольно много. Поэтому, если будет хорошее предложение по какому-нибудь из игроков, естественно, мы отпустим. Но сделав приятное и своему клубу, и, естественно, игроку, и его представителю. С кем-то ведете переговоры или сейчас совсем не время из игроков, имею в виду? Естественно, ведем. Это процесс, который никогда не заканчивается. Он всегда происходит. И я думаю, что вот там, может быть, кто-то приедет на такой просмотр. Потому что сейчас очень сложно это делать. Все равно какие-то у нас ограничения есть, связанные с пандемией. Ну, мы ведем. Я думаю, что 10 числа один из ребят подъедет, мы его хотя бы здесь пощупаем недельку. Футболисты, когда вернутся в Уфу, они уже будут тренироваться здесь?
Да, они будут, мы здесь в режиме будем в правильном тренироваться. Когда-то в двухразовом, когда-то в одноразовом. И с 14 числа уже выходим на определенный недельный цикл. Вот 21 числа первое с Тамбовом, потом у нас 28-го в «Спартаке», и потом пошли игры на 4-й день. Это довольно-таки серьезный график, вот, но все в равных условиях. Я уверен, что мы очень хорошо подготовились. У нас уже есть опыт таких игр, когда мы играли в Еврокубковой зоне были. Поэтому надеюсь, что нам будет чуть полегче. Шамиль Камилович, когда футболисты приедут в Уфу, как футболисты здесь будут жить? Какой график? Как будут жить их жены? Кто-то с семьями наверняка приедет. Ну, вот сейчас очень этот серьезный момент. Почему? Потому что пока мы ваши были, мы все были закрыты. Очень была такая правильная работа проведена. Сейчас мы приедем в Уфу. Наверное, всех отпустим по домам. Но у всех будет все равно изоляционный такой период. Работа, тренировка. Только на своих машинах можно доехать. Вот такой график. Здесь тренируемся, едим, и они опять дома. Если что-то пойдет не так, то мы будем закрываться на какой-то базе, либо гостинице, и будем все равно все эти 1,5 месяца вести вот такой условно замкнутый образ жизни. Шамиль Камилович, вот, в принципе, мы уже немного свыклись со сложившейся ситуацией, привыкли к тому, что мы живем вот, во время пандемии коронавируса. Какие-то вот финансовые вопросы, которые возникали, как решаете? Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, вроде эта ситуация всех чуть коснулась в худшую сторону. А так получилось, что с нашим клубом мы как бы наоборот начинаем наращивать определенные процессы. Там, мы купили автобус, мы купили медиаборта, мы меняем поле. Сейчас через неделю начнем строительство манежа. То есть меняем поля на своей базе по программе наследия. Там еще и как будто, знаете, как будто ничего не произошло. Наоборот, мы так двигаемся дальше. Понятно, что есть моменты, связанные с материальным таким обеспечением, да, то есть с деньгами. Но ребята очень большие молодцы. То, что их попросили, они сделали. Когда их попросили, сказали, давайте, надо сейчас чуть-чуть сбавить, попросили их по процентам сбавить по зарплате. Все прошло без сучка, без задоринки. И им за это большое-большое спасибо. Все равно хорошие времена вернутся. Вот, и все будет очень-очень хорошо. Но, по крайней мере, я в это очень-очень сильно верю. То есть финансовых проблем вообще нет? Ну, давай, проблемы они всегда есть. Сказать, что их вообще нету, я не буду. Они есть, но они очень-очень хорошо решаемы. Вот это да. Первая игра состоится 21 июня в 5 часов. Информация меняется то со зрителями, то без зрителей. Количество зрителей вариируется. Но абсолютно точно понятно, да? Я правильно понимаю, что будет баннер с фотографиями болельщиков? Поправьте меня, если я не права. Абсолютно верно. Мы эту идею запустили, сказали, что мы делаем баннер. Любой болельщик может прислать свою фотографию, но дать свои контакты, чтобы мы проверили, что это фотография его. Да, потому что, всякое может быть. Были истории, которые были не очень приятные, в различных моментах. Вот. И тут в это время пришло нам разрешение от правительства страны, что мы можем 10% вроде привлечь болельщиков. Поэтому баннер будет меньше. Поменьше будет баннер, а болельщиков будет больше. Но это будет живая картинка. В то же время вперед как бы не хотелось бежать. Почему? Потому что мы в любом случае должны получить разрешение региональных властей на то, чтобы у нас были болельщики. Поэтому подождем, пока все вроде хорошо, все нормально. Нам все кивнули, все сказали, что да. Но все может произойти. Впереди еще у нас получается около больше 2 недель. Я верю в то, что мы будем с болельщиками, и будет очень шумно, будет очень красиво. Все фанатские группы будут на стадионе. Но кто не попадет, пожалуйста, присылайте свои фотографии. Вы себя увидите на общедоступных каналах, на хороших. И вы будете присутствовать вместе с нами и поможете нам в этой игре. Вот так. То есть играть при пустых трибунах не вариант?
Пустые трибуны не будет. Мы в любом случае сделаем какие-то эффекты. Мы в любом случае, даже если здесь зрителей не будет, мы постараемся сделать так, чтобы было бы все хорошо и будет шумно. Шамиль Камилович, вы никогда не скупитесь на эксклюзивные новости для нашего канала? Сегодня есть что-то интересное? Вот прям теперь интересно и любопытно, что это за футболист приедет на просмотр. Приедете и посмотрите. То есть это и был эксклюзив, который я вам сказал. То есть это на самом деле эксклюзивная была такая... Ну намекните хотя бы, кто это. Нет, я не буду намекать, я скажу, что это хороший парень, играющий, мы давно за ним следим. Вот. Мы его знаем, мы даже и уровень его знаем, но все равно хотим поближе познакомиться, время есть как раз. Из России? Да, россияне. Да, это россиянин. Но сейчас иностранцу тяжело приехать будет, честно говоря. Так что так, это россиянин, наш хороший мальчик, я думаю, будет. Наши легионеры тренируются тоже пока в Уфе, правильно понимаю? Да, они отдельно тренируются, соблюдая определенные моменты, потому что они приехали позже. Вот, ну, вот они тоже уже прошли 2 теста, у них уже, все нормально, мы 3, они 2. Вот. И я думаю, что уже 7 числа они должны вместе начать работать с командой. Шамиль Камилович, ну еще же очень много разговоров идет о том, что футбольный клуб могут продать. И есть инвестор, который готов вложиться. Правда идут переговоры? Хотя Red Bull уже не подтвердил. Разве не так? Дело говорится о другом, что мы ищем партнера. И партнер к нам приходит наверняка с большой долей вероятности. А кто это будет и какая компания? Тут кто больше согласится. И это вопрос не покупки клуба, это не вопрос покупки поля или чего-то. Это больше вопрос покупки темы, системы, менеджмента, как мы работаем, что на сегодняшний день мы показываем, что футбол становится инвестиционно привлекательным. И бизнесу это интересно. В любом случае со временем, в футбол придут большие деньги в российский. Мы к этому стремимся. И с первого дня существования мы к этому шли. И будем идти дальше. Вот, а там посмотрим, кто это будет. Те компании, которые ты назвала, было бы хорошо. Было бы хорошо, потому что мы как бы там более соприкасаемся, как мне кажется. Вот. Но мне так нельзя говорить. Почему? Потому что могут обидеться другие потенциальные инвесторы. Поэтому давай будем держать кулачки. Для нас это очень важно. Почему? Потому что это будет хорошо не только для футбола в республике, но и для всей республики. Любые инвестиции, приходящие сюда, показывают, как мы правильно развиваемся, как в республике у нас все хорошо. Спасибо большое, Шамиль Камилович. Но все, увидимся на футболе 21 июня на стадионе «Нефтяник». Еще раз. Давай. Пока. Спасибо большое. Я напомню, что мы говорили с генеральным директором футбольного клуба «Уфа» Шамилем Газизовым. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.